В эфире Абхазского телевидения информационно-аналитическая программа «События недели», в студии Ирина Аршба. Здравствуйте. Уходящая неделя ознаменована событиями, связанными с празднованием 74-летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне. По всей республике прошли мероприятия, посвященные этой дате. К теме празднования Дня Победы мы вернемся чуть позже. А пока о других наиболее заметных событиях уходящей недели. В понедельник президент Рауль Хаджиба провел совещание по вопросам восстановительных работ в пострадавшей от пожара второй Сухумской средней школе. Начальник управления капитального строительства Игорь Миквабия проинформировал президента о том, что инструментальное обследование здания проведено. Согласно заключению, в учебном корпусе и корпусе со спортзалом восстановительные работы не требуются. Что касается исторического корпуса школы, то здесь необходим демонтаж верхнего перекрытия, расположенного под кровлей. Также потребуется демонтаж части стен второго этажа и их последующее возведение. Глава государства поставил задачу выполнить намеченные работы с тем, чтобы у детей была возможность приступить к новому учебному году 1 сентября в здании своей школы. Государственная комиссия по ликвидации последствий пожара в средней школе номер 2 имени Пушкина на этой неделе приступила к оценке ущерба и экспертизе здания второй Сухумской школы после пожара. Специалисты изучили каждое помещение отдельно и сделали необходимые заметки. Члены комиссии обсудили способы возведения монолитных конструкций, кровли здания, пострадавшей во время пожара, установки водостоков, выбор материала для предстоящих работ и другие вопросы. Завершение кровельных работ двух корпусов школы планируется в ближайшее время. При этом начало кровельных работ в части школы, входящей в список историко-культурного наследия Республики Абхазия, придется на июнь месяц. Какой объем работ предстоит выполнить строителям до 1 сентября, узнавала Алика Трапш. Во второй Сухумской школе имени Пушкина по-прежнему ведутся работы по уборке и вывозу оставшегося школьного имущества. Технический персонал школы, вооружившись вениками, шлангами и тряпками, подметают, моют и убирают, высушивают коридоры и классы от последствий пожара. Управление образования столицы наняло несколько рабочих, которые помогают перенести тяжелую мебель в спортзал. Сюда также временно складируют и уцелевшие книги из школьной библиотеки. Наши техработники основные сейчас в очно-заочной школе и в Альфе одна. А здесь у нас гардеробы же работали. И гардеробщицы, это не их обязанность, но каждый болеет душой за школу. Начальная школа, все свои парты, когда забрали, они оставили в чистом состоянии. Мы постепенно всю школу приведем в порядок. Своими силами все, кое-кто как может помогает нам. Единственное, тяжести мы детей не можем в аварийное здание старшеклассников, а приходится где-то нанимать рабочих и тяжести спускать. Тем временем Государственная комиссия проводит экспертизу здания школы. Каждый кабинет, пострадавший от пожара, специалисты изучают отдельно и делают необходимые заметки. Больше всего при пожаре пострадала кровля. Осмотр покрытия старого корпуса на втором этаже выявил, что металлические балки конструкции при высокой температуре деформировались, и их необходимо менять. Кроме того, некоторые стены сильно потрескались. По словам специалистов, это произошло из-за резкого перепада температуры, и поэтому часть перегородок несущих стен придется возводить заново. Также из-за большого количества воды при тушении пожара повредились и деревянные покрытия полов. Их также будут менять. Вздувшуюся шпатлевку с потолков и стен тоже снимут. Кроме того, как отмечают специалисты, пока не высохнут стены, приступить к работам по укладке новой кровли невозможно. Пока стены полностью не высохнут, слава богу, у нас впереди лето, ничего делать нельзя. Мы надеялись, что можно будет сделать кровлю и дать высохнуть. Но сейчас, когда вопрос стал, что придется менять и покрытие тоже, то есть полноценную кровлю мы сделать не сможем. Это все, я даже не знаю. Конечно, можно подсушивать некоторые помещения, скажем, второго этажа, первого этажа. Ставятся пушки, просушивается, и все это выполнимо. Но проблема, которая нарисовалась здесь в старом корпусе, она большая. Говоря об отсутствии пожарной сигнализации в школе и о том, что именно из-за этого пожар не удалось обнаружить вовремя и, как следствие, быстро потушить, из фильма ИТОП отметила, что при восстановлении школы в 2008 году пожарная сигнализация не была предусмотрена сметой и поэтому не введена в эксплуатацию. И в проекте не было, и в смете не было, и даже вообще такого понятия, как пожарная сигнализация, не существовало.
оно пошло после 10-11 года, когда разработали вот эту систему. Если бы за эти 11 лет кто-нибудь бы обратился к строителям, профинансировали бы пожарную сигнализацию, ее бы тоже сделали. В школе на этажах установлены пожарные гидранты, позволяющие подключать оборудование, обеспечивающее подачу воды для тушения пожара. Однако во время возгорания из-за того, что была отключена подача электроэнергии, пожарные не смогли подключиться к гидрантам, отмечает руководство школы. Государственный комитет Республики Абхазия по строительству и архитектуре уже в ближайшее время передаст все собранные материалы в Управление капитального строительства. С понедельника 6 мая учащиеся пострадавшей школы возобновили занятия в очно-заочной 3-й и частной школе «Альфа». Занятия проходят в 2 смены. В классах, где количество учеников превышает 25 человек, уроки проводят по 40 минут. По словам школьников, отсутствие привычных для них комфортных условий в очно-заочной школе ничуть не отражается на их учебе. Ну, конечно же, условия с нашей школой старой не сравнить, но, в принципе, учиться можно, и на учебу это никак не влияет. А еще очень хорошо, что появился буфет, что дети могут приходить и кушать на переменах. Так, в принципе, все в порядке. Даже если условий нету, все нормально. Мы учимся. Условия, в принципе, нормальные, то есть нас все устраивает. И не так уж все плохо, но все равно мы хотим идти в нашу школу, потому что это не сравнится с этой школой. В частной общеобразовательной школе «Альфа» в 2 смены временно обучаются порядка 360 учеников младших классов. Учащиеся признаются, что в родной 2-й школе им было намного комфортнее, но и здесь им очень нравится. Мне нравится, что тут больше двор есть и класс больше. Ну и вот это, бегать нельзя, это один минус еще. Еще на улицу не разрешают почему-то. И столовая большая, это тоже хорошо. Несмотря на большой объем работы, который предстоит сделать и строителям, и коллективу пострадавшего от пожара учебного заведения, руководство 2-й школы надеется провести последний звонок в родных стенах. Аля Катрапш, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение. Председатель Государственной комиссии по ликвидации последствий пожара во 2-й средней школе Астамур Джикерба сегодня гость нашей программы. Астамур Викторович, на этой неделе Государственная комиссия под вашим председательством по ликвидации последствий пожара во 2-й Сухумской школе приступила к работе. Расскажите нам о результатах этой работы. Ну, на самом деле комиссия приступила сразу же после случившейся чрезвычайной ситуации. Первым шагом, что сделала комиссия в лице начальника, руководителя комитета по архитектуре и строительству, было проведено инструментальное и визуальное обследование, значит, всех корпусов. То есть сама школа состоит из 3 основных корпусов, то есть это административный корпус, учебный корпус и корпус со спортзалом. В ходе этого инструментального обследования были получены следующие результаты. 2 корпуса, учебный корпус и корпус с спортзалом, они пригодны к ремонтированию. И мы, в принципе, буквально вот уже работаем над тем, чтобы проводить работы по восстановлению кровли. И следом мы сразу же приступим к внутренним отделочным работам. Что касается административного корпуса, то здесь ситуация сложнее. Нам придется заменить покрытие, полностью демонтировать и по новой ее восстановить. Соответственно, это займет время. Надо будет дополнительные мероприятия провести для того, чтобы будет временная, значит, кровля, для того, чтобы мы не усугубили ситуацию с тем, что дождь и осадки в дальнейшем могли бы нам помешать. Будет временная кровля, при этом будет параллельно вестись по восстановлению этого покрытия. Поэтому, что касается, вот еще раз повторюсь, учебного корпуса и корпуса со спортзалом, мы уже занимаемся кровлей, а на той неделе приступим к отделочным работам.
Главой государства была поставлена задача, чтобы к 1 сентября уже нового учебного Да. года школа была как бы полностью подготовлена, и дети могли там продолжить учебу. Будет ли такая возможность закончить все работы в срок? Я бы хотел, чтобы было четкое понимание. Задача такая стоит, и мы ее, естественно, постараемся выполнить. Но мы сейчас говорим только о 2 корпусах учебных. К 1 сентябрю чисто технологически успеть сделать корпус административный мы полностью не успеем. Но для того, чтобы дети могли пойти в школу, да, мы все ресурсы бросим, и людские, и финансовые, для того, чтобы это к сроку все подготовить. Откуда будут изыскиваться средства? На самом деле у нас сейчас на данный момент обсуждается, есть решение, в принципе, и российская сторона обещала нам помочь. Скорее всего, это будет фонд президента, который, в принципе, и обеспечивает покрытие таких вот чрезвычайных ситуаций. А кто будет непосредственно заниматься выполнением всех работ? Заниматься работами будет госкомпания Апснергылара. Мы, наверное, подойдем таким образом, чтобы сама госкомпания подбирала тех людей, будет ли это их структурные подразделения, на самом деле это детали, которые, наверное, отвечать будет в любом случае Апснергылара. Поэтому основной подрядчик, генеральный подрядчик будет Апснергылара. Когда обсуждались причины пожара, да, было много сказано о том, что сметной документацией и проектом, Да. когда школа сдавалась, на момент сдачи школы в эксплуатацию не была предусмотрена пожарная сигнализация. Предусмотрена ли она сейчас? Будете Да, ли вы ее устанавливать? мы будем предусматривать и пожарную сигнализацию, и пожаротушение, и дымоудаление, то есть все те необходимые сегодня по всем стандартам мероприятия по пожарной безопасности, они будут соблюдены. И, значит, уже на той неделе начнутся работы. Работы по кровле мы уже ведем. Мы планируем запараллелить, то есть помимо непосредственно восстановления самой кровли в 2 корпусах учебных, мы еще начнем уже и отделочные работы. Во 2 школе мы организовали штаб оперативный, значит, который будет ежедневно заниматься, и при необходимости мы можем информировать, значит, общественность еженедельно. Приблизительно вот сколько средств понадобится на восстановление 2 школы? Я бы сейчас не хотел бы сразу озвучивать. Здесь дело в том, что у нас еще помимо строительных работ есть, мы сейчас занимаемся и ущерб по инвентарю и мебели надо оценить. Поэтому, если возможно, дать некое время для того, чтобы, я думаю, к концу той недели мы уже сможем озвучить стоимость ремонтно-восстановительных работ. И строительных, соответственно, и по оснащению. Спасибо вам большое, что вы Спасибо нашли вам. время Да. и ответили на наши вопросы. Всего доброго. В парламенте Абхазии прошли совместные слушания членов инициативной группы по продвижению законопроекта о декларировании доходов, расходов и обязательств имущественного характера с депутатами Народного собрания. Законопроект о декларировании доходов, расходов и обязательств имущественного характера публичными служащими и депутатами был принят депутатами Народного собрания Абхазии в первом чтении в конце февраля текущего года. На слушании, состоявшемся в парламенте с участием членов инициативной группы и некоторых депутатов, были обсуждены предполагаемые поправки к данному закону. Кроме того, как отметил депутат Астамур Логуа, есть предложение рассмотреть возможность принятия закона, согласно которому декларировать свои доходы и расходы будут не только публичные служащие и депутаты, но и все граждане Абхазии, вне зависимости от занимаемой должности. В первоначальной трактовке закона публичные госслужащие и депутаты должны предоставлять заполненные декларации в отдел кадров по месту работы. Согласно предлагаемой поправке, документы
документ надо будет направлять в Министерство по налогам и сборам для последующего опубликования на официальном сайте ведомства. Члены инициативной группы считают, что в данном вопросе нужно использовать мировой опыт и доверить важную и ответственную функцию главному фискальному органу страны. А по мнению председателя парламентского комитета по правовой политике Валерия Агарба, данной функцией надо наделить контрольную палату Абхазии. В итоге было решено провести еще одну встречу с участием всех членов парламентского комитета по правовой политике с тем, чтобы вынести уже готовый законопроект на заседание сессии Народного собрания. 8 мая Юрию Николаевичу Воронову исполнилось бы 78 лет. Президент Рауль Хаджимба, премьер-министр Валерий Бганба, чрезвычайный полномочный посол России в Абхазии Алексей Двинянин, мэр столицы Адгур Харазия, представители правительства, общественность и школьники в день рождения выдающегося государственного деятеля почтили его память. Невозможно переоценить вклад Юрия Воронова в исследование доисторических, античных и средневековых древностей Абхазии, в том числе Киласурской стены. Он также считается первооткрывателем цибельдинской археологической культуры. Юрий Воронов – автор более 500 научных работ и 30 монографий, более 1000 таблиц с зарисовками археологических находок, 85 тысяч единиц археологических материалов цибельдинской экспедиции и около 2500 машинописных страниц его годовых научных исследований сгорели вместе с архивом Абхазского института во время войны. Он оставил великое наследие, научное наследие. И его книги, его труды стали библиографической редкостью. Но, слава Богу, при поддержке правительства и при таком очень активном участии и содействии Светланы Вороновой эти труды издаются. И они стали достоянием не только научной общественности Абхазии, но и научной общественности России и других государств. Мы гордимся тем, что у нас есть Юрий Николаевич Воронов. Вспоминая своего друга и коллегу, археолог Олег Бгажба говорит, что в лице Юрия Николаевича Воронова абхазская наука потеряла выдающегося исследователя. Такие яркие личности рождаются раз в 100 лет. Юрий Воронов был поистине гениален, ибо был невероятно трудолюбив. И что очень важно для археолога, он был талантливым художником и оставил после себя тысячи таблиц с зарисовками своих археологических находок. Во время войны, благодаря усилиям Юрия Воронова, его энергии и патриотизму, удалось прорвать информационную блокаду вокруг Абхазии, довести до международной и прежде всего российской общественности истинное положение дел в Абхазии. Он создал археологическую карту Абхазии, которая является настольной книгой всех археологов мира. Еще я хочу сказать, с точки зрения вообще уже чисто политической, еще шла война, представляете, еще рвались снаряды, бомбы, раздавались очереди автоматов. Он создал вместе со своими коллегами белую книгу. То есть он донес городу и миру о том, что творилось у нас. Весь мир знает о том, что пережил наш народ. Яркая жизнь и кипучая деятельность Юрия Воронова трагически прервалась 11 сентября 1995 года, когда он был убит на пороге своего дома. Именем государственного деятеля Абхазии и ученого названа улица в Сухуме и 3-я школа столицы, которую он когда-то окончил. Имя Юрия Воронова осталось в истории Абхазии, в сердцах и памяти людей, которые его знали и понимали масштаб личности этого человека. На Алакове, Алексея Гухава, Абхазское телевидение. 8 мая в посольстве Российской Федерации в Абхазии по случаю Дня Победы в Великой Отечественной войне состоялся прием, на который были приглашены 23 ветерана. В торжественном вечере приняли участие президент Абхазии Рауль Хаджимба, премьер-министр Валерий Бганба, министр иностранных дел Даур Ковы, министр обороны Мираб Кишмария. В Великой Отечественной войне участвовало более 55 тысяч сынов и дочерей Абхазии. 17,5 тысяч из них не вернулись к родным очагам. Они погибли на полях сражений,
отстаивая свободу не только родной земли, но и всего человечества. Ветераны поблагодарили за теплый прием и поздравили всех со знаменательной датой 74-й годовщиной со Дня Великой Победы. Они также делились воспоминаниями о том, где встретили победу в далеком мае 1945-го. Указом президента России Владимира Путина за заслуги в многостороннем развитии сотрудничества Абхазии и России орденом Александра Невского награжден министр обороны Абхазии, генерал армии Мераб Кишмария. В рамках торжественного приема посол России в Абхазии Алексей Двинянин вручил Мерабу Кишмария высокую награду. В преддверии Дня Победы в столице прошли различные мероприятия. Дирекция Музея боевой славы имени Владислава Ардзенба организовала военно-патриотическую акцию для учащихся Государственного Сухумского лицея, 6-й школы имени Комарова и 4-й имени Гулия. Школьники имели возможность узнать больше о событиях Великой Отечественной войны, пройтись по залам музея, прикоснуться к истории. Кроме того, им были вручены и георгиевские ленточки, символ победы в Великой Отечественной войне. А в кинозале музея состоялся показ документального фильма «Санчара» о судьбах советских солдат, павших смертью храбрых в боях с немецко-фашистскими войсками на Санчарском перевале в 1942 году и о том, как погибшие воины обрели покой в братской могиле на территории мемориального комплекса защитникам Кавказа в селе Псху. Мероприятие было организовано при поддержке Управления общественной безопасности МВД Республики Абхазия. Накануне празднования 74-й годовщины окончания Великой Отечественной войны представители Торгово-промышленной палаты республики посетили дома ветеранов, проживающих в Сухуми, и поздравили участников Великой Отечественной с праздником, вручив им денежные подарки и сладости. В этом году сотрудники ТПП посетили 11 ветеранов. В преддверии 74-й годовщины Победы ветераны принимали поздравления и подарки от администрации города Сухум. Представители администрации города побывали в каждом доме, где живет участник войны. Таких в городе осталось всего 8 человек. Поздравили с праздником и вручили денежные подарки. 9 мая в честь празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне по всей стране прошли праздничные мероприятия. В Гале, Ачамчире, Тхуарчале, Гудауте и Гагре состоялись церемонии возложения цветов, шествия бессмертного полка и праздничные концерты. В столице Абхазии мероприятия, посвященные Дню Победы, начались с церемонии возложения цветов к памятнику неизвестному солдату. Там же состоялся митинг и торжественное прохождение подразделений Министерства обороны Абхазии и погрануправления ФСБ России в Абхазии. Всего 11 пеших колонн воинских подразделений Абхазии и России численностью около 400 человек. Принимал парад министр обороны Абхазии Мераб Кишмария. Сопровождал пешие колонны военнослужащих сводный оркестр, состоящий из духового оркестра Министерства обороны и оркестра 7-й российской военной базы. Торжественным прохождением командовал генерал-полковник, первый заместитель министра обороны Абхазии Беслан Цвижба. Здесь же, возле памятника неизвестному солдату, была организована полевая кухня. Рауль Хаджимба в день празднования 74-летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне принял ветеранов. Глава государства лично поблагодарил и поздравил каждого из них с Днем Победы. В Большом зале администрации президента Абхазии сегодня особенно праздничная и волнительная атмосфера. Здесь встречают дорогих гостей, ветеранов Великой Отечественной войны, которые пришли сюда в сопровождении своих детей, внуков и правнуков. К сожалению, участников страшных событий 1941-1945 годов осталось не так много. Да и на эту встречу по состоянию здоровья смогли прийти не все. Но те, кто пришел в праздничном настроении, с волнением ждут встречи с президентом. Хотя в День Победы такие встречи уже давно стали традиционными, каждая из них особенна и наполнена важным смыслом выражения благодарности и преклонения перед бессмертным подвигом ветеранов Второй мировой войны. В своей приветственной речи Рауль Хаджимба с чувством глубокой признательности и уважения поздравил ветеранов с Днем Победы. С этим священным праздником связаны судьбы многих братских народов бывшего СССР. Мы по праву гордимся тем, что многонациональный народ Абхазии внес свой весомый вклад в героическую борьбу с фашизмом, священную и самоотверженную борьбу по изгнанию гитлеровских полчищ с советской территории. Мы воспитываем подрастающее поколение на примерах стойкости и храбрости защитников Родины, покрывшие себя неувядаемой славой на фронтах Великой Отечественной,
С первых дней войны наша республика и днем, и ночью работала под девизом «Все для фронта, все для победы». Наш народ продемонстрировал сплоченность и огромный энтузиазм во имя укрепления тыла и обороноспособности, оказание достойного сопротивления врагу. Примечательно и глубоко символично, что в 1992-1993 годах доблестные сыны и дочери Абхазии отчаянно сражались против грузинских агрессоров, следуя вашему непоколебимому духу, бесстрашию и боевым традициям. Здесь, как никогда в нашей истории, ярко проявились нерасторжимая связь поколений, их целеустремленность и высокий патриотизм. От всей души желаю вам доброго здоровья, мира, спокойствия, уверенности в сохранении и приумножении идеалов, которым вы посвятили свои жизни, волю и созидательную энергию. С Днем Победы, дорогие ветераны! Затем слово взяли ветераны. Председатель Республиканского совета ветеранов Великой Отечественной войны Алексей Шоня и участницы войны Валентина Шульгина и Нона Дорофеева поблагодарили главу государства за теплый прием и поздравили ветеранов и народ Абхазии с великим праздником. Долгих лет, жить здоровый, кто жив здоров, пожелаю вам все хорошего. Кто же голову положил, вечная память. Спасибо большому нашей правительству, кто нас смотрит, помогает всем нашим ветеранам, кто вот самые меньшие 92 года, самые большие 98 лет. И стариков вот еле-еле держимся, и нас смотрит все хорошо. Желаю, наша Родина, Абхазия между Ингулией и Псов, мир, дружба, служба, желаю им все хорошего. Отмечая День Победы, почтим погибших памятью живых, подымем тост из-за отцов и дедов, за всех любимых, близких и родных. Спасибо вам за все. Много бы сказала, но сил не хватает. Спасибо, мои хорошие. Я напишу потом. Спасибо, спасибо. Будьте здоровы все. Спасибо всей молодежи, что нас поддерживает. Всем ветеранам от администрации президента были вручены денежные подарки. В завершении встречи Рауль Хаджимба и ветераны войны в честь Дня Победы подняли по бокалу шампанского и сфотографировались на память. Традицией последних лет стало проведение 9 мая гражданско-патриотической акции «Бессмертный полк», которая стала международным общественным движением по сохранению личной памяти о поколении Великой Отечественной войны. К настоящему времени акция охватывает более 80 государств. Шествие «Бессмертного полка» прошло в этот день по всей Абхазии. Сотни жителей страны вышли на улицы с портретами родных и близких. Люди пришли на праздник целыми семьями. Они с гордостью несли фотографии отцов и дедов, участников войны, не доживших до этого дня. 9 мая представительством Россотрудничества в Абхазии при поддержке посольства России в Абхазии, а также администрации города Сухум и Гулрыбского района был организован велопробег. Маршрут прошел от дома Москвы в Сухуме до мемориала на братской могиле советских воинов в поселке Гулрыбш. Участники велопробега возложили цветы и венки к братской могиле советских воинов в поселке Гулрыбш и памятнику воинам, погибшим в Отечественной войне народа Абхазии в селе Мачара. В велопробеге приняли участие люди разных возрастов. Самым младшим участникам акции всего 12 лет. Саид и Никита у нас самые молодые участники. Саид и Никита уже второй год участвуют, и в этом году их физическая форма гораздо выше. Они полностью проходят весь маршрут, за что я им очень признателен. Для всех, для нас, граждан Абхазии, это очень важный праздник, потому что 22 героя – это уроженцы нашей республики. Множество людей ушли на фронт и не вернулись, отдали свои жизни за свободу Советского Союза и за наше будущее. И поэтому то, что мы проводим в этот день велопробег, это минимальное то уважение к памяти этих людей. 10 мая состоялось заседание Центральной избирательной комиссии. На повестке дня утверждение бланков документов, необходимых для регистрации инициативных групп, выдвижения кандидатов в президенты Республики Абхазия и их регистрации, утверждение положений и состава лингвистической комиссии, утверждение регламента Центральной избирательной комиссии Республики Абхазия, рассмотрение заявлений от членов окружных избирательных комиссий. На заседании также рассматривались вопросы организации пресс-центра, информационного центра и другие.
Всеобщая диспансеризация в республике, проводимая силами Министерства здравоохранения Абхазии и сводного отряда Федерального медико-биологического агентства России, продолжится 14 мая на базе Республиканской больницы Минздрава. Согласно утвержденному графику, с 14 по 20 мая будут обследоваться жители Сухумского района, а с 21 по 27 мая – население самой столицы. Следующий район диспансеризации – Гудаутский. В работе принимают участие 50 специалистов из учреждений ФМБА России. Всеобщая диспансеризация населения Абхазии началась 5 апреля в Галском районе и завершится 9 июня в Гагарском районе республики. В Международный день музеев 18 мая в Сухуме пройдет акция «Ночь в музее». В этом году для посетителей свои двери откроют 4 музея столицы: Абхазский государственный, литературно-мемориальный Дмитрия Гулия, боевой славы имени Владислава Арзенба и музей истории зарубежных абхазов имени Омара Бейгуа. О том, какую программу подготовили организаторы акции и что интересного ждет посетителей, в репортаже Гугуцы Вардания. Акция «Ночь в музее» приурочена к Международному дню музеев. Во время ее проведения у всех желающих есть возможность осмотреть музейные экспозиции в вечернее или ночное время. Основная цель ежегодной акции – показать возможности и потенциал современных музеев, привлечь внимание людей, доказать, что посещение музея не только приятное времяпровождение, но и интересный и познавательный процесс. В день проведения этой культурно-образовательной акции свои двери совершенно бесплатно откроют 4 музея Сухума. Первым примет посетителей Государственный музей боевой славы имени Владислава Арзенба. В программе открытие новых экспозиционных стендов, посвященных службе тыла, службе вооружения и техники, разведке и контрразведке вооруженных сил Абхазии. Проведение конкурсов на знание истории Абхазии, на лучшее исполнение танцев и чтение стихотворений среди посетителей детско-юношеского возраста. Как известно, 18 мая 2019 года проходит международная акция «Ночь в музее». Конечно же, Государственный музей боевой славы имени Владислава Арзенба с радостью присоединился к этой акции. Уже на протяжении нескольких лет мы включаемся в процесс, проводим ее. Да, это не первый год. На сегодняшний день у нас запланирована обширная программа. Будет организована, естественно, экскурсии для всех желающих. Это день открытых дверей, безусловно. Наши экскурсоводы с радостью проведут сколько надо экскурсий. Будут у нас открытие экспозиции. Вот сейчас мы работаем над тем, чтобы дополнить, например, витрину по войскам противовоздушной обороны, новые экспонаты. Далее в 18:00 к акции присоединится литературно-мемориальный музей Дмитрия Гулия. В программе музея экскурсия для школьников, выступления учащихся столичных школ, встреча с известным абхазским поэтом Терентием Чания, выступления студентов факультета журналистики АГУ и ансамбля «Гунда». Литературно-мемориальный музей Дмитрия Гулия уже 4-й год проводит акцию «Ночь в музее». Первоначально это было начато еще Национальным музеем впервые. И тогда на 2-й год мы уже присоединились к этой акции. В этом году будет, конечно, это та же самая работа музея, только праздничная. В этом году всем тем, кто интересуется абхазской литературой, абхазской поэзией, будет у нас интересно. В 19:00 откроет двери и Государственный музей Абхазии. Его программа также разнообразна. Кроме того, здесь состоится открытие новой стационарной экспозиции Абхазии 19-20 веков, на которой будут представлены материалы о трагических судьбах владетельных князей Чачба-Шервашидзе, о Кавказской войне, об упразднении Абхазского княжества и о многом другом. Одним словом, любителей истории ждет много интересного. Сотрудник нашего отдела Гошба Руслан Хадиратович подготовил эту экспозицию. Начинается наша экспозиция с мамлюков кавказского происхождения. Далее уже мы говорим о том, что о столкновении 2 империй на территории Абхазии. Это Османской империи и царской России. И о последствиях этих войн. В музее также будет открыта выставка «Озеро Рица» об истории открытия, изучения и освоения озера. Для создания этой экспозиции
было проработано огромное количество материала, потому что помимо того, что озеро Рица – это известный всем памятник природы, это еще и объект курортного значения. И вот там о том, как шло освоение этого озера, о том, как строилась дорога к нему, как строилась дорога от озера Рица к Ауатхаре, какие люди принимали участие в этом строительстве. Отдел этнологии Госмузея одним из первых присоединился к акции «Ночь музея», и это стало примером для остальных. В этом году в отделе будет представлена программа «Мелодия прошлых лет». Я разработала такую программу, называется «Мелодия прошлых времен». Но это тоже очень интересно, охватывает где-то 50-е, 60-е годы. Как раз Абхазия в этот период, мы видим, колхозы, совхозы процветают, город тоже, появляются курорты. Абхазия вообще известная курортная зона, поэтому были здесь очень интересные люди, приезжали. Естественно, и также в быту начали применять такие вот как инструменты разные, проигрыватели тоже, которые появляются в селах. 18 мая свои двери для посетителей откроет и Музей истории зарубежных абхазов имени Омара Бейгуа. Музей истории зарубежных абхазов имени Омара Бейгуа примет участие в акции «Ночь в музее». Музей охватывает период с XIV века по настоящее время. Функционирует 4 зала. Посетители могут увидеть в основном историю нашей зарубежной диаспоры. А все желающие могут посетить в этот день наш музей. Ждем всех. Международная акция «Ночь музея» проводится в более чем 150 странах мира. В 2015 году к ней присоединилась и Абхазия. С каждым годом увеличивается не только количество посетителей, но и число музеев, желающих принять участие в данном мероприятии. Гугу Савардания, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. 12 мая исполняется 90 лет со дня рождения первого секретаря Абхазского обкома Компартии, председателя Президиума Верховного Совета Абхазской АССР, депутата Верховного Совета СССР Валериана Османовича Кобахи. В день рождения видного партийного и государственного деятеля в селе Лыхыны Гудаутского района состоится возложение цветов к его могиле. Начало церемонии в 12 часов. 12 мая – день рождения и народного поэта Абхазии Баграта Шенкуба. В Сухуми в 10 часов 30 минут на набережной Махаджиров также состоится возложение цветов к могиле поэта. В торжественной церемонии примут участие члены Союза писателей Абхазии, представители творческой интеллигенции, общественность и школьники. Такими были события уходящей недели. Какими они будут, мы обязательно расскажем вам в следующей программе. Всего доброго!